Традиции родного края известны всем. Их изучают, передают из уст в уста. Но всегда остаются нюансы, которые известны не всем или немного подзабылись. Мы начинаем серию передач по этнографии, традициям и обычаям нашего этноса, обо всем том, что необходимо сохранять и передавать из поколения в поколение во имя будущего Осетии. Сегодняшняя наша передача о старинном осетинском обычае, обычае подношения почетного бокала гостю. Нуазен. Об этом удивительном обычае нам расскажет известный ученый, профессор, заведующий кафедрой истории Осетии и Кавказоведения Юго-Осетинского государственного университета Юрий Сергеевич Гаглойты. Обычай нуазен является, пожалуй, одним из самых традиционных застольных обычаев осетин и очень широко распространен между всеми поколениями осетин. Гаглойты Юрий Сергеевич, историк, ученый мирового уровня. Заведующий кафедрой истории Осетии и Кавказоведения Юго-Осетинского государственного университета имени Александра Тибилова. Заведующий отделом истории и этнологии Юго-Осетинского научно-исследовательского института имени Захара Ванеева. Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия. Лауреат государственной премии имени Костахи Тагурова, профессор. Обычай этот заключается в преподнесении за пиршественным столом почетного так называемого бокала нуазен одному из членов, участников этого застолья, который имеет особые заслуги перед обществом, перед народом. И в знак, вот, чтобы подчеркнуть это отношение, его и преподносит этому лицу. Обычай этот не просто широко распространен. К нему и сейчас сохранилось, может быть, какое-то особое отношение. Он свидетельствует и о древности этого обычая, и его значении в общественной жизни осетин. Упоминание о нем и характеристика его довольно часто в осетинских пословицах и поговорках. И везде это связано с особым почетом, который влечет за собой преподнесение этого нуазена, и в отдельных преданиях, где об этом особо говорится. Вот такие осетинские выражения, как «нуазена каден дакад», и, кажется, наиболее естественным проявлением вот сути этого обычая слова о том, что «нуазен никведиса всисен, фала эркодеме каден». В переводе нуазен никогда не преподносился ради насыщения, а лишь для того, чтобы оказать особое уважение и почет достойному лицу. В осетинских исторических преданиях, пусть это позднее Средневековье, но вот это отношение четко проявляется и заслуживает и сейчас еще изучения и осмысления. Среди южных, да и северных осетин очень популярно у нас сказание агутских абреков. Это были абреки, речь идет о 30-х годах XIX века. В абреки уходили лица, недовольные существующей социальной политикой, осетинские Робин Гуды. И вот эти удские абреки промышляли в основном по Аракскому ущелью, по военно-грузинской дороге, где они грабили, пусть время от времени, богатые караваны, и кое-что перепадало от их успехов и беднейшей части населения. Деньги. Смотри-ка, хитрец. А?
Так ты на Колым никогда не соберешь. Надо было забрать мальчика. Десяток овец он стоил. Армяне хитрый народ. Прикинутся бедняками, будто одной только водой и живут. Нельзя так, Джиго. Мы с тобой абреки. Абрек не отбирает у нищего последнее. Специальный отряд был направлен для того, чтобы предотвратить деятельность вот этих хутских абреков. И как-то их зафиксировали в юго-остинском горном селении Едес, в семье одной из крупных фамилий этого села. Офицер, командующий отрядом, прекрасно знал о возможностях. Это была семерка своего рода этих абреков. И, зная их умение, в общем-то, сражаться, он вступил в переговоры с главой фамилии, главой дома, чтобы тот помог ему как-то захватить их без боя. Ответ главы фамилии довольно красноречив. Я вот за столом часто бываю вместе с Агузовым, Агузата и Куртата. Это наиболее влиятельные клановые фамилии этого региона. И от них часто получаю вот этот почетный бокал. Если станет известно, что я предал своих гостей, то кто мне еще сможет преподнести и как преподнести этот бокал? Другой пример, тоже юго-остинское сказание, что Аузата и Гнух. Аузата – одна из этих так называемых возданских фамилий. И как-то в столкновении с жителями Гнухского ущелья один из представителей этого рода был убит. И когда старейшины собрались, чтобы решить, как ответить на это преступление или происшедший случай, то глава фамилии начал с того, что если мы не сможем отплатить за это оскорбление, то он нам еще преподнесет нозан. Причем интересная деталь. В этих словах содержится указание на то, что «Зьонефенгельдер», «Машинефенгельдер», «Нозендам Мананчиратчин». Ну, в настоящее время, насколько я знаю, Зьонефенгель Нозен вроде не практикует. Но учитывая, что вот это сказание было записано со слов Левана Бедизата, одном из лучших, может быть, собирателей и рассказчиков об осетинском быте того времени. И, наконец, Дигорское сказание, значит, о двух побратимах Ртхурта. Один был, называется это сказание Азнаур Каданга, по имени Азнаур Дигорец, а его присяжный брат, или Ртхурт Бастинский, был беслинеевцем. Как-то они решили, значит, угнать скот у соседей. Их вовремя заметили, и им пришлось уходить от погони. И во время перестрелки Дигорец Азнаур был ранен. И когда он упал с коня, то его присяжный брат даже не попытался оказать ему помощь и оставил его истекающим кровью вот по этому пути. И единственными словами, проклятие, если хотите, были слова Азнаура о том, Синон по-дигорски нозан мочвал ротта. Вот это самое, видимо, страшное в его глазах проклятие, которое мог получить его бывший, назовем так, уже присяжный брат. Эти, может быть, тут есть определенное и фольклорное какое-то привлечение, но факт остается фактом, что на первом плане во всех случаях тут говорится о том, нозан момент чиротчили. В то же время надо отметить то, что получение этого нозана это не было обычным проявлением, обычным делом. Вот по одной из остинских пословиц, которые я вычитал у Айларта Измаила, у Мухаммада Хастаи, «Лагдам ганани садоза фашеро». Самое интересное, что истоки вот этого обычая уходят в глубокую древность и имеют между собой прямые скифские аналогии.
Как-то в нордских сказаниях я вычитал, что Нортакоттой Офадзенберг Цетеков. И мне сразу вспомнился рассказ Геродота о том, как ежегодно начальники отдельных регионов, то, что сейчас мы можем назвать главами администраций скифских, они проводили специальные собрания, где подводились итоги и военной, и, видимо, и другой какой-то деятельности. Причем завершались собрания торжественными пирами, на которые допускались только те воины, которые отличились в военных сражениях. А лейтмотивами вот этих пиршеств была так называемая круговая чаша героя, которая пускалась по кругу, из которой пили вот только те воины, которые были допущены к столу. Причем подчеркивал, что те, кто особенно отличился, могли выпить из этой чаши лишние пару, может быть, раз. Слова Аристотеля, величайшего философа древности, видимо, не только древности, который писал, что у скифов не позволялось выпить круговую чашу тем из скифов на их встречах, которые не отличились в военных сражениях. Как для научного работника, для меня вот эта параллель между скифскими обычаями, да, тут еще в нордских сказаниях Нортамонга, Вацамонга, это как промежуточное звено, связывающее все эти проявления в одно целое. Вот этот обычай представляет собой одну из ярких скифо-астинских этнографических параллелей и одно из свидетельства генетической родственной связи осетин со скифами. А таких параллелей, к счастью, может быть, для научных работников и не только, таких параллелей не один и не два, они десятки. И хронологические рамки этих параллелей как минимум 2–2,5 тысячи лет. Так что их значение как доказательство скифо-астинских генетических связей, естественно, не подлежит сомнению и необходимо во многих случаях в наших исследованиях. Об обычае подношения почетного бокала нам рассказал профессор Юрий Сергеевич Гаглойты. В следующей нашей передаче мы продолжим эту тему, а гостями нашей видеостудии станут профессор, заведующий кафедрой астинской литературы Гацир Гаврилович Плиев и директор Юго-Осетинского научно-исследовательского института, преподаватель кафедры истории Осетии и Кавказоведения Роберт Хазбиевич Гаглойты.